загорелось. Загорелось. Пошел поток. Еще раз здравствуйте. Мы теперь находимся в акции «Путь к дому». И находимся теперь в районе автовокзала. Любезно предоставила место спорткомплекс «Челков». Я вот хотел бы узнать, каковы результаты, ну, так скажем. Вообще, вот организатор у нас полномоченный по правам человека. Я смотрю, здесь, как и там, участвуют многие организации и ведомства. И хотелось бы, так грубо сказано, конечно, да? Ну, перед нами представитель полномоченного по правам человека Виктория Валерьевна. Виктория Валерьевна, успех акции есть, а точнее результат. Ну, если говорить конкретно по результатам, я бы хотела бы сказать, что к нам сегодня по состоянию на 2 часа обратилось 17 человек. Из них 5 получили направление на временное трудоустройство в УК города Иркутска. 2 человека у нас уже получили временное удостоверение. Вот сейчас мы фамилии назовем. И один гражданин сейчас после обследования будет помещен в пункт временного содержания и также в наркологию одного. То есть, как и на том участке здесь медицинское обследование. И... Совершенно верно, да. Но там очень большой вопрос возникал по паспорту. Отделом по вопросам миграции города Иркутска было выдано сегодня 2 гражданам Российской Федерации временное удостоверение личности. Вот прямо вот так взяли и выдали? Да, для дальнейшего, допустим, оплаты госпошлины, чтобы они смогли оплатить госпошлину и какие-то там действия совершить. Это Коцур Галине Маратовне и Протодиаконову Ивану Александровичу. Вообще вот такие акции, ну, может быть не акции, может быть пункты, да, обращения, они необходимы такие бывают. Кто будет контролировать? Или искать сами? Нет, такие граждане все равно сами подходят на постоянной основе, сами лично обращаются. Но у них личной, наверное, дисциплины нет, они второй раз уже очень долго идут, по полгода. Конечно, было бы хорошо проводить почаще. И вот здесь контингент, Виктория Валерьевна, контингент, который акция, там же не было ограничений, да? Вот. Ограничений не было. Здесь, значит, у нас принимали вообще всех желающих граждан без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Всех желающих, кто сегодня изъявил желание, мы готовы и ждем, чтобы помочь им. Акция продлится до 5 часов, да? До 5 часов, да. И я просто хотел спросить, мне сказали, что мы привыкли, что образ этого человека весьма недостойный, ну, по одежде, если брать. Но на сегодняшний день я знаю, что к вам подошли разные слои населения. Разные слои населения. Есть такие жизненные истории. Вот, например, одна гражданка обратилась, у нее такая ситуация, что она рассказала, что она работала 10 лет в бюджетной сфере секретарем. Но дело в том, что по семейным обстоятельствам она развелась со своим супругом, продала квартиру, муж уехал, а деньги, к сожалению, у нее украли, и она оказалась на улице. Сейчас она обратилась к нам за помощью, не только по восстановлению документов, но и в дальнейшем тоже по содействию в трудоустройстве и так далее. Ну, то есть гражданке ей сейчас 60 лет, но при всем при этом она изъявила желание работать хотя бы там консьержкой или жидворником. А я хотел спросить, Виктория Валерьевна, вот эти все данные, они будут сейчас аккумулироваться в аппарате уполномоченного там человека? Аккумулироваться будут в Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия, ну и по итогам акции, конечно же, в аппарате уполномоченного по правам человека тоже данные, они останутся. Совместно акция проводится уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел. Уполномоченные участковой полиции, они работают и сейчас тоже свой учет они ведут. Ну и хотел узнать, Виктория Валерьевна, вот рядом вам стоит один из священных служителей. Это было сделано преднамеренно, да?
Ну, вообще, на самом деле, в нашей акции приняли очень много структур, министерств, ведомств. У нас и в том числе тоже изъявили желание принять участие. Ну, все, кто изъявил желание сейчас, все с нами в межведомственном взаимодействии, все мы работаем, стоим. Ну и вот у нас, кто у вас вот сегодня посетил вашу акцию? Меня зовут Юрий Николай, я клирик Преображенского собора Якутского. И, конечно же, по приглашению организаторов мы здесь присутствуем. И, казалось бы, какая роль может быть священника здесь, когда вот здесь все расписано, вот конкретно по помощи идет. Но иногда люди, которые попадают в такие ситуации, им кажется, что не только сам мир отказался от них, но и, кажется, небеса для них закрыты. Поэтому важно, что наше здесь присутствие, для того, чтобы у человека появился хотя бы шанс понять, что для него сегодня есть возможность с кем-то поговорить, что люди для него не отвернулись, потому что, общаясь по своей должности, по своему служению с разными людьми, они признаются, что нам казалось раньше, что мир состоит из того, из какого-то зло, что все отвернулись от них, даже, кажется, сама церковь, да, и сами небеса. И они ропщут, кажется, зачем нас Господь-то создал. И сегодня действительно есть возможность, что священник не только в храме принимает, он выходит в мир, идет навстречу таким людям, для того, чтобы они могли обратиться, могли поговорить, могли быть услышаны и решить свои внутренние, не только физические, но и духовные свои вопросы. Я хотел еще задать такой непростой вопрос. Я знаю, что в нашей епархии даже целый отдел, да, по социальным вопросам. Да, и существуют, да, люди, которые трудятся в этом. Вот вы как оцениваете, вот эта акция, она в первую очередь, конечно, направлена на помощь данным людям, но в первую очередь мы увидели, что взаимодействия между структурами нет, и есть определенные там регламенты у всех, а в итоге, да, ну, дело не делается. Я вот хотел бы узнать ваше мнение в этом вопросе. Я в последнее время был уверен, что только церковь есть, куда можно прийти и, так сказать, свои жизненные проблемы излить, душу и так далее. Но вот хотелось бы вас, вот, оказывается, государство уже все предусмотрело, но вопрос один. Должно быть такое вот взаимодействие. Потому что словом единым человек, конечно, живет, но ему же надо и материальные какие-то, точнее, благи, ну, имеется в виду для жизни. И вот эта акция, по моему мнению, она направлена на то, чтобы как-то его цель материализировать. И вот ваше отношение к этому? Во-первых, я услышал два вопроса, что вам показалось, что здесь не совсем структуры между собой имеют соработничество такое, да? Ну, скажем так, и Москва сразу не строилась. Поэтому я на самом деле был удивлен, что существует такая акция «Путь домой», потому что нигде, не везде в России можно такое найти. И человек, который услышит об этом, что оказывается есть шанс к этому, у него появляется надежда. И мы должны понимать, что эта работа очень кропотливая, очень самоотверженная, она не вся может получаться. И мы знаем, что любое доброе дело, оно всегда сталкивается с каким-то искушением. И не всегда это искушение может только с внешним, но иногда между людьми могут эти искушения происходить. Поэтому я думаю, что со временем все будет более и более лучше налаживаться. Конечно, все зависит от сторон тех, которые приходят, и тех, которые принимают здесь. От них тоже зависит, что они настраивают даже себя на какое-то самопожертвование, на какое-то терпение друг к другу и уважение. А что касается сотрудничества, нужно ли сотрудничество церкви и присутствие тут в таких делах? Ну, опять же, если человек потерял веру, да не только в Бога, да и в себя, то ему могут разные финансовые помощь должна быть. Но мы знаем много случаев, когда человеку даешь работу, даешь ему койку для жилья, даешь ему пропитание, а он потом возвращается опять на свой вид жизни, ему там больше нравится. Поэтому здесь и нужно, чтобы человек где-то подсказать с духовной точки зрения, что человек не потерял образ. Потому что он же не живет не только для того, чтобы пропитать, а для того, чтобы не потерять человеческий образ. Для этого мы и существуем, чтобы ему напомнить о том, что человек создан не только для того, чтобы здесь жить в этом мире, а для высшей цели. Поэтому, я думаю, без церкви здесь тоже совсем
мы не лишние, а даже наоборот. В какой-то степени помогаем, чтобы люди не возвращались опять в той пропасти, откуда они выкарабкались. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Ну, акция еще продолжается, уважаемые друзья, об итогах этой акции мы расскажем дополнительно, но я думаю, что первый блин не комом. На сегодняшний день самое главное, что до обеда было 50 человек, из них обнаружен человек с открытой формой туберкулеза, он доставлен уже в соответствующую больницу. Обратился инвалид без ног, его тоже отправили в Терях. И на сегодняшний день вот с этой точки тоже двое едут в больницу. Это не считая того, что уже 5 сразу пристроили, как бы предложили работу. Там, естественно, есть соответствующие регламенты. Ну, думаю, что кроме этого, думаю, что эти люди найдут себя. Но кроме этого, оказалось, что в городе Якутске очень много наверное, для города реабилитационных центров. И на сегодняшний день достигнута главная задача, то есть нашли себя городские округа, подразделения МВД. Первый раз я вижу, что паспортный стол так быстро и четко срабатывает, чтобы выдает временные справки. Поэтому говорю, что главное найдена точка взаимодействия, и главное теперь, я надеюсь, что все ведомства будут вот с этими реабилитационными центрами сотрудничать. Сегодня сделаю выпуск, пускай гоняют. А они отдельно снимали на программу там отдельно. Все. У него машину, да?